Ну что ж, вот и наступил Новый год. И знаете, многие в это время ставят себе какие-то цели. Но что если есть способ заглянуть гораздо глубже? Мы сегодня поговорим не о диетах и походах в спортзал. Нет, речь пойдет о настоящем, честном аудите нашей души. Готовы? Давайте-ка вдумаемся в эту мысль. Философ Мустафа Исламагуло сравнивает нас с Дон Кихотом. Звучит знакомо, правда? Мы тратим кучу энергии, времени, сил на борьбу с какими-то воображаемыми врагами, а в это время настоящие проблемы, наши внутренние гиганты, спокойно себе растут в тени. Ну хорошо, это все философия. А как это выглядит в реальной жизни, в нашей с вами? Исламогло приводит очень яркий пример, который знаком абсолютно каждому, и повторяется, просто как по расписанию, каждый год. И вот он, этот замкнутый круг. Идеальная иллюстрация нашей коллективной потери фокуса. Исламоглу говорит о ежегодных спорах вокруг Нового года. Люди ломают копья, выясняют, правильный ли это праздник или неправильный, но в пылу этой битвы совершенно забывают о главном. И вот, собственно, корень всей проблемы, на который указывает Исламоглу. Люди с пеной у рта спорят, но они, по сути, путают теплое с мягким, религиозное Рождество и абсолютно светский Новый год. И вся эта битва, вся эта энергия уходит впустую, в дым. Классическая битва с ветряной мельницей. И вот он, главный вопрос. Он как ключ, который поворачивается в замке и открывает дверь из вот этого шумного уличного базара, где все кричат и спорят, в тишину нашего внутреннего мира. Туда, где и разворачивается настоящее поле битвы. Так что же делать? Как выйти из этого тумана бессмысленных споров? Исламоглу предлагает нам обратиться к одной древней, но, поверьте, невероятно мощной практике. Встречайте мухасаба. И это, знаете, не просто какие-то вечерние размышления за чашкой чая. Нет, это строгий беспристрастный аудит самого себя. Представьте, что вы — главный бухгалтер своей души. И вот вам нужно свести годовой баланс, где каждая мысль, каждое действие — это либо актив, либо пассив. Эта цитата, она ведь бьет не в бровь, а в глаз, потому что в глубине души-то мы ведь все знаем, правда? Можно построить целые баррикады из оправданий, но наш внутренний свидетель, наша совесть, всегда знает правду, от нее не спрячешься. И в этом-то вся соль. Настоящий рост начинается не с побед в интернет-баталиях, а с наведения порядка в собственной душе. Вот где проходит настоящая линия фронта. Вот битва, которую действительно стоит выиграть. Но как применить эту мухасабу на практике? Чтобы эта идея стала понятной абсолютно всем, Исламоглу использует просто гениальную метафору. Из мира, который нам всем очень хорошо знаком. Из мира бизнеса. Давайте посмотрим. Только вообразите. 1 января на ваш счет зачислили огромный капитал. Но это не деньги. Это нечто куда более ценное. 365 дней. Невозобновляемый ресурс. И вот часы бьют полночь, 31 декабря. Весь капитал потрачен до последней секунды. И главный вопрос, а куда, собственно, он ушел? И эта аналогия, она ведь все расставляет по своим местам. Владелец бизнеса постоянно сверяет отчеты, смотрит дебет, кредит, чтобы не прогореть. Точно так же и мы должны проводить аудит своей жизни, чтобы не оказаться в духовном банкротстве. Время — это наш капитал, а каждое действие, каждое слово, каждая мысль — это инвестиция. И вот мы подходим к самому главному вопросу этого аудита. Принесли ли эти инвестиции прибыль? Стал ли человек мудрее, добрее, сильнее? Или год закончился с долгами, с грузом сожалений, неисправленных ошибок и упущенных возможностей? А вот посмотрите, и есть та самая бухгалтерская книга души. Взгляните на эти строки. Мудрость, действие, характер, отношения. Что можно было бы вписать в колонки «прибыль» и «убыток» за прошедший год? Да, заглянуть в нее, для этого нужно мужество, не спорю. Но только так можно перестать просто плыть по течению и стать, наконец, капитаном своего корабля. Звучит все это, конечно, хорошо. Но почему же так сложно? Исламоглу предупреждает, на этом пути нас ждут две главные, очень хитрые ловушки, которые мешают нам посмотреть правде в глаза. Давайте их разберем, потому что они действительно коварны. Первая — это когда форма становится важнее сути. А вторая — это когда смелость подменяется пустыми, безопасными словами. Когда человек прячется за какими-то внешними ритуалами, он создает для себя очень удобную иллюзию своей праведности. Это как ширма, которая позволяет не заглядывать в темные уголки своей души. И тогда религия из пути к самосовершенствованию превращается, просто в дубинку, которой удобно осуждать других.
И вот эта притча о медовом котле, она просто гениально иллюстрирует вторую ловушку. Это феномен коллективной трусости. Каждый думает, но пусть правду скажет кто-то другой, посмелее, а я лучше отмолчусь, моя-то хата с краю. И что в итоге? Котел, который должен быть полон меда истины, оказывается наполнен лишь водой всеобщего молчания. Исламоглу говорит прямо: мужество измеряется риском. Очень легко осуждать тиранов прошлого, когда это абсолютно безопасно. Настоящая смелость — это говорить правду сегодня, глядя в глаза тем, кто у власти. А истина, которую сказали слишком поздно, она как просроченный продукт. Она уже не питает, а отравляет. Хорошо, мы увидели ловушки, поняли важность аудита. Что дальше? Исламоглу призывает нас смотреть на этот процесс не как на повод для самобичевания, нет, а как на умную стратегическую инвестицию в наше собственное будущее. Это ведь удивительный парадокс, не правда ли? Мы думаем, что богатеем, когда копим, когда что-то себе оставляем, а на самом деле по-настоящему нашим, вечным, становится лишь то, что мы отдали. Добро, которым мы поделились, мудрость, которую передали — вот единственная инвестиция, которая навсегда останется на нашем духовном счету. И тут Исламоглу предлагает нам совершенно свежий взгляд на теологическое понятие «ахират». Он говорит: а давайте посмотрим на это слово не только как на что-то далекое, загробное, а просто как на будущее. И тогда фраза «твое будущее будет лучше прошлого» из какого-то туманного обещания превращается в прямой призыв к действию. Это значит, что каждый Новый год, каждый новый день — это наш шанс, проведя аудит, начать писать новую, лучшую главу. В конечном счете, этот вопрос обращен к каждому из нас. Ежегодный аудит души — это не просто красивая новогодняя традиция. Это мощнейший инструмент, чтобы взять свое будущее в свои руки. Итак, какими будут инвестиции в следующие 365 дней? Что окажется в книге прибыли и убытков в конце этого года? Решать только нам.